Ну, как говорится, если что-то не так, то иди в гору. Лучше не станет, зато посмотришь город. Пошли мы на прогулку с Журкой по местным окрестностям. Журка, молодец, ты уже и дорогу правильно знаешь. 2 часа в пути, лямки уже натирают, тучи уже сгущаются. Посмотрим, что будет дальше. Один из первых указателей, который подсказывает, что мы идем в верном направлении. Указатели вещь хорошая, но самые интересные места находятся и маршруты за пределами основной туристической тропы. Ой, хорошо в лесу дышать. Особенно если в нем растут можжевельники, сосна и ель. Один из первых местных жителей встретился. Это обезьян. Ой, это черепашка. Ежевика еще не поспела дикая, а вот малина уже почти готова, можно подкрепиться. Со временем такие метки обновляют. Иногда они зарастают. Поэтому, если есть время и желание, можно всегда подчистить такие метки от кустов каких-то. Потому что, особенно в темное время суток, они, конечно, спасают. Подтверждаю, что ты идешь правильным курсом куда-то. Если, конечно, идешь без карты компаса. 670 метров. Где-то здесь должен быть источник воды. Было бы просто идеально его обнаружить. Воду нам так и не удалось найти, пока без воды. Кому-то так жарко, что даже в луже можно искупаться. Ну что, классно тебе, да? Да. Небо светлое, небо темное. Скорее всего, что-то собирается. Ну, пойдем навстречу. Сзади остаются панорамы на город. А мы поднимаемся выше и выше. На 900 метров будет первая остановка наша. Очень хорошо, что мы повстречали наверху этой горы вот такой вот славный домик с таким вот укрытием от дождя. Теперь ждем его здесь, надеюсь, он скоро закончится. Вид, конечно, шикарный, сюда открывается. А вот совершенно неожиданно попалась земляничка, которую мы сейчас и покушаем. Ну что, Жорка, тебе нравится место это? По-моему, классный вьюпоинт. Открыто и красиво.